Я желаю мира всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Микаэль. Мы. Лицемеры и лгуны. Видимо, телеканал ТНТ и его руководство не умеет учиться на собственных ошибках. Либо Андрей Левин, генеральный директор этого канала, не может донести до своих сотрудников, что издеваться над другими народами является гнусным поступком. Еще бы хотел принести еще раз глубокие извинения, если мы кого-то обидели, кого-то оскорбили. Мы этого искренне не хотели, это получилось абсолютно случайно. Объясню, вот эта цитата – это официальное извинение руководства телеканала перед ингушским народом. В конце 2017 года так называемые юмористы с ТНТ решили выставить ингушских женщин работницами эскорта. Конечно, это является очень смешной шуткой. Ингуши шутку не оценили и пришли к руководству канала, чтобы вступиться за честь матерей и своих сестер. И тогда Андрей Левин убеждал всех, что это ошибка, и она больше никогда не повторится. Но она повторилась. В этот раз очередная национальность попала под прицел низкопробного юмора так называемого комика Руслана Белого. Во время своего недавнего выступления в Уфе он надсмехался над башкирским народом и над национальным героем Башкир Салаватом Юлаевым. Я не хочу сейчас разрушить вашего героя, но не знаю, задумались вы об этом или нет, но по факту же он, бандит. Для тех, кто не знает, Салават Юлаев – это мусульманский деятель, легенда и гордость башкирской нации. Его личность и деяния изучают в школах. Его именем названы город, район, музей и Ледовый дворец. В его честь написана опера и снят фильм. А уж хоккейный клуб Салават Юлаев знают даже те, кто далек от башкирской культуры. И поэтому эта шутка Руслана Белого стала хлесткой пощечиной в адрес всех мусульман, и в частности башкир. В защиту памяти легендарного деятеля выступили именитые спортсмены, артисты, общественники и простые люди. Инициативная группа собралась в Уфе рядом с памятником Салавата Юлаева с требованием осудить выступление комика Руслана Белого на федеральном уровне и изъять телеканал ТНТ из бесплатной сетки вещания на территории Башкирии. Скажу вам честно, эта история задевает и меня лично. Да, сейчас я нахожусь в сотнях километров от Уфы, но несмотря на это, я там рос и учился. Кто-то может мне сказать: Микаэль, почему ты так переживаешь? Ведь это всего лишь какое-то личное мнение человека с низкой социальной ответственностью. Да, я бы мог с этим согласиться, если бы эти шутки не попадали в эфир федеральных каналов, потому как я считаю, что озвучивание своего мнения на многомиллионную аудиторию является не только привилегией, но и большой ответственностью. Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь. Я не удивлюсь, что сегодня с какой-нибудь бабенкой замучу, с утра скажу: как звать-то тебя? Салават Юлаев, блин. Взаимопонимание. Я не хочу сейчас разрушить вашего героя, но не знаю, задумались вы об этом или нет, но по факту же он, бандит. Крепкую дружбу людей и народов. Это я когда в говно напиваюсь, я тоже башкир, блин. И все эти годы мы развлекаем и объединяем людей и никогда не призываем к вражде и ненависти. А Салават Юлаев что? При Российской империи бандит, при коммунистах герой, сейчас таки, пусть будет. Что нам, коня сносить? Там такие яйца, блин, там. Я хочу лично обратиться к Андрею Левину. Вам вправду нужен такой юморист, как Руслан Белый? И если вы ответите «да», то вам необходимо задуматься о собственной компетенции как руководителя. А еще я хочу обратиться к своим братьям и сестрам. Если вы читаете Коран, если вы поминаете слово Аллаха, то вы непременно знаете о том, что различие между народами является аятами, знамениями Аллаха. Удивительное многообразие культур является высшей мудростью Творца. И когда люди проявляют расизм, то они пренебрегают этими знамениями Всевышнего Творца. И если мы будем молчать в тот момент, когда оскорбляют мусульманские народы, когда оскорбляют их признанных национальных лидеров, то кто же будет следующим? Может быть, Кунту Хаджи или Шейх Мансур? Поэтому я присоединяюсь к флешмобу «Салават не бандит» и призываю присоединиться вас тоже. Участники этой акции требуют, чтобы Руслан Белый публично принес свои извинения перед жителями республики. И я прошу не оставаться вас равнодушными. Прошу поддержать это видео лайками и комментариями, также репостами. Ставьте в соцсетях хэштег «Салават не бандит». И тогда, иншаллах, мы вместе сможем победить несправедливость цивилизованным способом. С вами был ваш брат Микаэль. Ассаляму алейкум.